Друзья, идем дальше. GFC Fight Night. Очередной поединок весовой категории 90+. На ваших экранах это Эмин Гасанбеков, представитель Республики Дагестан, Россия. И против него выйдет Мактыбек Мамасалиев. Любители смешанных единоборств прекрасно знакомы с этим бойцом. Мактыбек Мамасалиев. Ему 26 лет, на 3 года он моложе своего соперника, на 4 сантиметра он меньше и на 3 килограмма весит меньше. Кыргызстанец, боевой псевдоним Ах-Аю, белый медведь у Мактыбека Мамасалиева, участник международных турниров, очень часто он выступает за пределами нашей республики. И вот в гости к нам пожаловал Эмин Гасанбеков. Россия, Дагестан, Махачкала. Последняя инструкция, и начнется поединок весовой категории 90+. Мамасалиев действует в спокойной манере. Очень опытный боец. И с приветствия судьи на телекамеру начинается поединок. Все готовы. Каждый поединок Мактыбек Мамасалиев проводит очень спокойно. И, например, у него есть такая манера, он держит руки очень низко. Для опытного бойца, но при этом обладает страшным ударом с правой руки. Мамасалиев несколько нокдаунов и нокаутов в его исполнении мы видели. Сейчас бросок в исполнении Эмина Гасанбекова. Вы знаете, что в России, а конкретно на Северном Кавказе, очень развита борьба. Все бойцы, выходцы Северного Кавказа всегда любят и умеют бороться. В таком непростом положении в самом начале поединка оказался Мактыбек Мамасалиев. Пытается обмануть своего соперника Гасанбеков. Эти отвлекающие удары в корпус, когда затем следует удар в голову. В отличие от своего соперника, Мамасалиев не является любителем борьбы, больше он действует в стойке, поэтому сейчас в таком выигрышном положении находится Гасанбеков, который, находясь сверху, наносит удары. Мамасалиев пытается вязать Гасанбекова, делает все, чтобы Гасанбеков не нанес ему каких-либо сильных опасных ударов. Ну, пока удерживает кыргызстанца в такой позиции россиянин. Жизненно необходимо стать Мамасалиеву в стойку для того, чтобы продолжить поединок и попытаться решить исход поединка в свою пользу. Просит встать рефери в ринге бойцов. Но это решение в пользу Мамасалиева, которому дали шанс встать. И понятно, что россиянин теперь будет бороться, потому что именно в партере он обладает преимуществом. Умеет он бороться, вновь бросается в ноги Мамасалиеву. Теперь вот уже бросок совершает кыргызстанец. Так начался поединок. В самом дебюте Гасанбеков совершил бросок и несколько минут
преимущество было на его стороне. Вновь просят встать в стойку бойцов рефери. Сейчас будет продолжен поединок. Ну и будем ждать от Мамасалиева сильных ударов. С левой руки проходит удар, а вот сейчас пропускает сам Мамасалиев. Справа и чуть на полу не оказался Мамасалиев. В таком положении оказались бойцы. Остановлен будет поединок. И Мамасалиеву надо действовать активнее, чтобы переломить ход поединка. Потому что начало раунда осталось за россиянином. И надо больше действовать активнее кыргызстанцу. Ну и, конечно же, очень цепкий боец. Просит встать своего соперника Мамасалиев. Такой жест со стороны Мамасалиева. И вот сильнейший удар справа наносит Мамасалиев, но на ногах удержался Гасанбеков. На 3 килограмма тяжелее будет дагестанец. Если начало первого раунда осталось за Гасанбековым, то концовочка явно за Мамасалиевым. Уже не дает бороться сопернику Мамасалиев, пытается нейтрализовать его проходы в ноги. Ну что ж, звучит сирена, и первый раунд завершен. Остается судьям решить, кто победил в этом раунде, потому что, как я уже сказал, дебют удался россиянину, а концовочка осталась за кыргызстанцем. Нас ждет замечательный второй раунд, прекрасный поединок, уже тяжелая весовая категория, 90 плюс. Здесь подсказывают Гасанбекову 2 удара справа, а потом чередуй левой. Ну, то есть уже подсказывают, как биться ему более результативно в стойке. Будем смотреть, кому на пользу пошел перерыв. Удар слева. Хороший проходит у Мамасалиева. И вот этот удар, который чудовищный справа. Гасанбеков чуть ли не подпрыгнул. И вот об этом я и говорил, то, что у Мамасалиева, который имеет боевой псевдоним Ак-Аю, Белый Медведь, вот тяжелейший нокаут Гасанбекова. Вот о чем я и говорил в самом начале этого боя, что Мамасалиев крепкий боец, может выдержать сильнейшие удары, но и сам обладает чудовищной силой ударом с правой руки. Сильнейший удар Мамасалиева, и, как мы видели, в воздухе даже развернуло россиянина. И после этого уже лежа на полу, россиянин не смог оказать сопротивление. Еще 2 удара нанес Мамасалиев. Хотя противоречиво начался первый раунд, допустил очень много ошибок Мамасалиев, но в итоге завершил поединок в свою пользу. Вот в начале поединка допускает ошибку Мамасалиев. Сейчас удар вот этот сильнейший, когда чуть было не упал Мамасалиев, но удержался за соперника. И вот этот удар справа во втором раунде. И сейчас увидим тот самый удар. Удары в корпус проходят у Мамасалиева, и вот удар, которым он сшибает с ног россиянина. Как вы знаете,
любителей спорта, когда человек падает лицом вперед,